Мы знаем о происхождении куманов-половцев несколько больше. Этот кочевой народ представлял собой западную группу тюркоязычного кипчакского этноса и называл себя сары-кипчаками, то есть желтыми кипчаками. Русское слово «половцы», по-видимому, является переводом этого самоназвания, поскольку на старославянском «половый» означает «желтый». Перечисление всех русско-половецких войн заняло бы слишком много места. Всего их было не менее 40, а мелких конфликтов никто и не считал. Один из таких походов, далеко не самый значительный, известен нам во всех подробностях, поскольку описан в слове о полку Игореве, шедевре древнерусской литературы. По этой маленькой войне, нетипично в ней лишь то, что в данном случае агрессорами оказались не степняки, а русские, можно легко реконструировать то, как происходили остальные ссоры. Поэма написана по горячим следам событий 1185 года, когда Игорь Святославич, правитель Новгород-Северского княжества, небольшого приграничного государства, пошел с войском в Половецкую степь. Вначале, разумеется, явилось плохое предзнаменование. Игорь, взре на светлое солнце, и, видя от него тьмою вся своя воя прикрыты. 1 мая 1185 года действительно было солнечное затмение. И поход, который замышлялся как долгий и дальний, поискать и града тьму тараканя, оказался кратким и незадачливым. Вместе с Новгород-Северским князем шли его брат Всеволод, князь Курский, и племянник Олег, князь Рыльский. Неожиданным натиском они опрокинули передовые заставы половцев и захватили кое-какую добычу. С позаранок в пятницу потоптали они поганые полки половецкие, и, разлетевшись стрелами по полю, помчали красных девушек половецких, а с ними золото и поволоки, и дорогие аксамиты. Палами и плащами и кожухами стали мосты мастить по болотам и топким местам, и всякими узорочьями половецкими. Пока победители тратили время на все эти безобразия, ближние орды хана Кончака и хана Гзака приготовились к отпору. Эффект неожиданности и инициативы были утрачены. У реки Каялы, притока Дона, недалеко же продвинулось русское войско от границы, половцы нанесли ответный удар. Как и 100 лет назад, князья плохо умели биться единым фронтом. Дружина Всеволода, атакованная превосходящими силами бесовых детей, заняла оборону, перегородила поле червленными щитами. Игорь пришел на помощь не сразу. Игорь полки заворочает, жаль, бо ему мила брата Всеволода. Но поздно. Бишася день, бишася другой, третьего дни к полуднию, подоша стязи, знамена Игоревы. Князья попали в плен, где их содержали с почетом и не слишком строго. Игорь вскоре сбежал, а его юный сын Владимир остался в плену и женился на дочери хана Кончака, так что, в общем, все закончилось по-доброму. Это и не удивительно. Князь Игорь был по матери наполовину половцем, внуком хана Аепы, а с Кончаком в прежние времена им доводилось вместе биться против общих врагов. Вся эта война вообще выглядит семейной или, во всяком случае, родственной ссорой. С конца XI века и до начала XIII века ни одна маломальски заметная русская междоусобица не обходится без участия половцев. Всякий князь, которому не хватало войска, без труда находил его в степи. После того, как с исторической сцены сошли варяжские дружины, главным поставщиком наемников в Восточной Европе стали половцы, превосходные воины. Они поступали на службу не только к русским князьям, но и к византийским императорам, и к грузинским царям, и к венгерским королям. Можно сказать, что половецкий элемент постепенно утратил свою первоначальную деструктивность и вписался в хаотичный расклад тогдашних противоборствующих политических влияний. Со временем ожесточенная борьба между Русью и степью сменилась более или менее мирным сосуществованием, чему способствовали многочисленные брачные союзы. По меньшей мере дважды Изяслав Ярославич в 1094 и Юрий Долгорукий в 1108 великие князья женились на половчанках, а своим сыновьям ордынских невест они подбирали довольно часто. В летописях нет упоминаний о выдаче княжон замуж за ханов, но это объясняется религиозными причинами. Русской девушке, уходящей в Орду, было бы невозможно сохранить свою веру, в то время как половчанки легко принимали христианство. Рюриковичи довольно быстро окипчачились
не только переняв некоторые обычаи и военные приемы половцев, но даже и чисто внешне, что видно по антропологическим реконструкциям. Половецкий мир распался одновременно с крахом древнерусского государства в результате монгольского нашествия. Характерно, что поражение русских и половцев было совместным. В 1223 году, во время первого европейского рейда армии Чингисхана, русские князья пришли на помощь половецким родственникам и вместе с ними погибли в битве на реке Калке. После монгольского завоевания основная часть кипчаков растворилась в населении Золотой Орды, а отдельные курени разбрелись в разные стороны. Кто-то осел на Руси, кто-то в Закавказье, кто-то на Балканах, кто-то добрался даже до Северной Африки, так что некоторые египетские султаны происходили из половцев. Большой кипчакский контингент, 40 тысяч всадников под предводительством Катяна, ушел в Венгрию, где король Бела IV женил сына на ханской дочери. Но ни в одной стране половцы не сохранились как этнический анклав, они повсюду были ассимилированы. Такой была судьба исчезнувшего кочевого народа, который сыграл столь важную роль в русской истории. О внутренней жизни половцев мы знаем сравнительно немного, поскольку собственной письменной культуры у них не было и единого государства они не создали, но все же сохранилось достаточно сведений и свидетельств, чтобы составить некоторое представление об устройстве этого степного сообщества. Каждая орда состояла из родовых объединений, курений. Курень подразделялся на коши, большие семейства, во главе которых находились старейшины кошевые. Здесь видна очевидная связь с куренно-кошевым устройством будущих казацких общин, которые возникнут в тех же приднепровских краях несколько веков спустя. Летом половецкие курени кочевали каждый на своей территории, а в холодное время года вся орда собиралась в определенных местах, которые в русских летописях названы городами, хотя это были всего лишь зимовья. Один из таких станов, Шерукань, впоследствии превратился в город Харьков. Социальная структура орды состояла из трех неравноправных сословий: знати, которой доставалась львиная часть добычи, рядовых воинов, каждый из которых владел десятком коней, наконец, колодников, рабов-пленников, носивших деревянную колодку и выполнявших всю работу. Особенную прослойку составляли шаманы-бахсы, жрецы распространенного у многих тюркских и монгольских народов культа неба тенгрианства. Главный интерес для нас представляют военная организация и боевое искусство половцев, поскольку это был прежде всего народ-воин, и в русской истории он неизменно участвовал с оружием в руках. При относительной немноголюдности каждой орды, да и все половцы вместе взятые вряд ли насчитывали больше 500 000 человек, в момент войны у кочевников почти всегда имелось серьезное численное преимущество, потому что взрослые мужчины поголовно садились в седло. Все половецкое войско было конным и передвигалось очень быстро, поскольку имело в изобилии сменных лошадей. Кипчаки не уклонялись от рукопашной, но особенно хорошо владели оружием, действующим на расстоянии – луками, дротиками и арканами. Чаще всего степняки атаковали, но отлично умели и обороняться. Когда силы были неравны, половцы выстраивали в круг свои повозки, некоторые из которых оснащались дальнобойными арбалетами. Когда половецкая конница, участвуя в войне с крестоносцами, столкнулась с западноевропейскими рыцарями, выяснилось, что боевые качества азиатов выше. В кровопролитной битве под Адрианополем, 1205 год, кипчаки наголову разгромили войско Балдуина I Фландерского, а самого его захватили в плен. В бою половцы были изобретательны и дисциплинированы, что позволяло осуществлять сложные маневры вроде ложных отступлений с последующей контратакой. В повести временных лет содержится описание одной битвы, по которому можно понять, как именно воевали половцы. Рассказ этот не окрашен обычной враждебностью по отношению к кочевникам, поскольку в данном случае они дрались вместе с русскими против общего противника. В 1099 году западнорусский князь Давыд Игоревич, о нем пойдет речь дальше, воевал с венгерским королем Коломаном. Дружина у князя была совсем маленькая, и он позвал на помощь половецкого хана Баняка. Противники сошлись у реки Вягр, в узкой долине, зажатой между гор.
Численность русско-половецкого войска летописец знает в точности. 100 воинов у Давыда и 300 у Баняка. Про венгров пишет с обычной для той эпохи страстью к фантастическим преувеличениям. «Бебо у гор числом 100 тысяч». Так или иначе, у Коломана имелось значительное преимущество, венгры не сомневались в победе. Когда наступила полночь, Баняк один выехал в поле и начал выть по-волчьи. Ему откликнулся сначала один волк, потом множество. Тогда хан вернулся в лагерь и сказал Давыду Игоревичу: «Завтра мы победим». Этот странный ритуал, очевидно, связан с тем, что у половцев волк считался тотемным животным, покровителем племени. Наутро венгерские латники выстроились в колонну. Маленькая русская дружина приготовилась к обороне, а Баняк разделил свой отряд на 3 части. 2 разместил в засадах по краям от долины, а 3, 50 человек, отправил вперед. Эти всадники обстреляли неприятелей из луков, а потом, якобы дрогнув, пустились на утек. Нарушив построение, венгры ринулись вдогонку. Неожиданный удар с 2 сторон привел их в смятение. Дорога обратно оказалась перекрыта. По образному выражению летописца, половцы и русские «сбиша угры в мяч», то есть заставили сгрудиться и стали истреблять, яко сокол галице, как сокол галок. Многие срывались с обрыва и тонули в реке. А больше всего жертв было во время погони, продолжавшейся 2 дня. Имя хана Баняка в русской хронике встречается неоднократно и всегда с эпитетами «безбожный» либо «шелудивый», но только не в этот раз.